«Я есть, я буду» – такой девиз получил День борьбы против рака в этом году, призывающий каждого помнить о том, что онкологический диагноз не является приговором. Однако победить человеку эту болезнь в одиночку не под силу. Нужна не только медицинская, но и психологическая помощь, поддержка общества. Рак – одна из самых тяжелых и загадочных болезней нашего времени. На протяжении многих лет человечество пытается победить его. Всемирный день борьбы против рака – это единственная инициатива, в рамках которой весь мир может объединиться в борьбе против этой болезни. По словам специалистов, онкология начинает молодеть. Рост заболеваемости отмечается во всем мире, и Абхазия не является исключением. В среднем в онкоцентре выявляется за год 500-600 человек. В среднем, если брать, вот ежегодно, смотря статистику. В плане детской онкологии, это область, которая у нас, скажем так, меньше помощи мы в этой области можем оказать. Чаще всего то, что касается детской онкологии, это онкозаболевания центральной нервной системы и заболевания крови. В Абхазии среди мужчин больше всего распространен рак легких, а среди женщин – рак молочной железы. Учитывая статистику заболеваемости раком молочной железы за последнее время и рост обращений за медицинской помощью в Национальный онкологический центр, в августе прошлого года в центре было открыто автономное отделение онкопластической хирургии, маммологии и гинекологии, оснащенное современной техникой. Сейчас в отделении проводятся онкомаммологические операции, а также стало возможным проводить реконструктивно-пластические хирургические вмешательства. Также проводятся операции на голове, шее, в брюшной полости. Активно мы сейчас внедряем онкопластические операции, то, что касаемо молочных желез, то есть с учетом эстетики выполняются органосохраняющие операции, то есть в ногу со временем, как говорится, все объемы в плане онкогинекологии, маммологии выполняются, в принципе, так же, как и в крупных центрах. Врачи утверждают, что распознавание онкологических болезней на начальных стадиях дает больше гарантий выздоровления. Вот почему очень важно проводить профилактические мероприятия. Существует определенный стандарт обследования, который должен проходить каждый здоровый человек ежегодно. Это касается рентген легких, каждый здоровый человек должен проводить в год один раз. Ультразвуковое исследование органов малого таза, брюшной полости, молочных желез. После 40-50 лет каждая женщина должна проходить маммографическое исследование, рентгеномаммографическое. Для категории пациентов после 50 лет 2-3 года раз должно проводиться исследование кишечника, колоноскопия, ФГДС. Также в онкологическом центре раз в год проводится неделя ранней диагностики, которая дает положительные результаты. В 2017 году была проведена акция недели ранней диагностики и в 2018 при поддержке Евразийской федерации онкологов. Акции получились очень продуктивные, обращаемость была высокая. В 2017 году было в рамках акции осмотрено 217 пациентов, выявлено 7 патологий, операции проводились, 4 операции в рамках акции были проведены этим пациентам. Медицина постоянно развивается, благодаря чему появляются новые методики борьбы против рака. Люди не оставляют надежды на то, что совсем скоро ученым удастся разработать вакцину от всех видов этой болезни. Гугуца Вардания, Алексей Баструков, Абхазское телевидение.